Первые сведения о лесоустройстве Якутии относятся к 1910 году. Это есть данные. Сюда была направлена таксационная партия, старший таксатор Антон Антонович Гайдук. Вот у нас в музее есть карта, вручную нарисованная Антоном Антоновичем в 1915 году. Затем, значит, в советское время лесоустройство проводили различные организации. И вот само развитие лесоустройства началось в послевоенное время. И в 1963 году был издан приказ Госкомлеса о создании Якутской лесостроительной экспедиции. И создана она, хотя приказ был вот от 5 апреля, да, но в приказе самом звучало создать с 1 апреля. Поэтому мы считаем своей датой образования экспедиции 1 апреля 1963 года. В этом году будет 60 лет. За эти годы составлены все карты лесов Якутии, все таксационные описания, учтены запасы, возраст, породный состав. То есть, профессиональным языком мы называем количественные, качественные характеристики лесных ресурсов Якутии. Первые специалисты к нам прибыли из северо-западного лесостроительного предприятия. Это город Ленинград, Севзаплеспроекте. Все были ленинградцы. Они прямо семьями сюда переехали и поднимали лесоустройство. В 1971 году начали строительство нашего производственного здания, вот этого, где мы сидим, Дернева 73, и построили в 1973 году. Здесь, значит, в нашем филиале действует музей леса Якутии, созданный совместно с Министерством экологии и природопользования лесного хозяйства, Обществом лесоводов Якутии. Это самый северный музей леса. И в этом, в 2022 году мы стали победителем конкурса «Музей леса. Память жива». Директором филиала я работаю я, Амосова Светлана Поликарповна, на безвозмездной основе. И мои ребята помогают. За последние годы что сделала наш якутский филиал? Да? Во-первых, мы провели масштабные лесоучетные работы. Это государственную инвентаризацию лесов Якутии, первый цикл, 18-20 год. Полностью за 3 года мы провели государственную инвентаризацию лесов Якутии, в том числе оцифровку материала, переводили очень много карт, схем в электронный вариант. Выполняли по годам, первый год 40 миллионов, 120, 94 миллиона. Мы, значит, обеспечивали исходными материалами, организовывали хранение, транспортировку оборудования, обеспечивали вертолетные переброски. И дальше. И на этой работе, значит, работало почти до 14 филиалов Рослесинформа. Все филиалы работали в Томске, Омске, все Карелия, Коми, Амурский, Чита. Очень много, значит, филиалов приезжало и работало. Второе большое, значит, наше задание – это установление границ лесничества Республики Саха-Якутия, сейчас называется проектирование лесничества. Мы его проводили в течение 5 лет. Рослесинформ, 50% государственного задания Рослесинформа практически выполнялось в Якутии. В прошлом году мы его завершили. Здесь вообще работало каждый год очень много филиалов. Филиалы работали различные. В чем суть этой работы заключается? Суть этой работы заключается в том, чтобы обозначить все границы наших лесничеств с целью постановки на кадастровый учет. Работали 22 филиала учреждения. Пензенский, Якутский, Приморский, Архангельский, Казанский, Омский, Пензенский, Рязанский, Тверской, Тюменский, Ульяновский, Марьелов, Чита, Южный, Московский, Новосибирский, Воронеж, Карелия, Амурский, Питерсы, значит, Брянский, Карелия. Очень много филиалов работало. Очень большая работа. И теперь все должно стать на государственный кадастровый учет. Все земли. Дальше. Это по годам объема работ. Дальше.
Ну, мы тоже при этом обеспечивали все исходными материалами, выполняли работу. Сам филиал выполнял, значит, тоже свои работы. В прошлом году мы сделали, вот завершили Алекинское лесничество. Очень большой раздел лесоустройства, в основном проводилось советское время, и последние годы очень маленький объем, потому что очень дорогостоящие мероприятия. Мы вот в 2021 году провели, значит, на 220 тысяч в Усманском лесничестве, и в 2022 году тоже на 220 тысяч. Листай, вот это вот карты, где мы делали. Ну, конечно, с прошлого года произошла федерализация лесоустройства. То есть сейчас лесоустройство может делать только наше бюджетное учреждение. Просто сильно. Ну вот особенности выполнения полевых работ в условиях Якутии. Это, конечно, труднодоступность территории. Это наши инженера-таксаторы. Мы забрасываем их лес. Все лесные участки проходятся в пешем порядке, с оборудованием. Ну и человек-таксатор должен быть очень грамотный, владеть всеми программным обеспечением, технологиями, приборами, но в то же время уметь жить в полевых условиях, работать. Кроме этого, значит, мы выполняем лесное планирование, проектирование. Это мы делаем такие виды работ, как проекты лесных участков, проекты изменения границ зеленых зон, проекты целевого назначения, проекты освоения лесов. За достижения, какие у нас филиала, в 2018 году за обеспечение организации, координации работы по выполнению государственного задания мы были награждены как за лучшую организацию. И в прошлом году нас заняли мы среди всех филиалов по России 3-е место по лесоустройству и 3-е место по земельным вопросам, по установлению границ лесничества и земельным работам. Ну, кроме этого, значит, проектирование мы делали такие большие проекты, как все значимые в республике объекты проходят по землям лесного фонда. То есть мы вот оформляли всю нашу железную дорогу, мы переводили в земли иных категорий станцию Нижний Бестяк. Строительство ГРЭС-2 оформляли тоже все эти переводы, все разрешительные документацию по именно земельным делам. Проводили всю разрешительную документацию, значит, по магистральному газопроводу «Сила Сибири», для геологов, для золотодобычи, по Алросе, строительство линий электропередачи, строительство дорог. То есть проводят наши специалисты очень важные для экономики республики объектов работу, чтобы вовремя все оформить, именно и земельные, и лесные разрешительные документы.